сәлем, менің атым Жібек, менің жасым 19-да және мен Назарбаев университетінің компьютер сайенс мамандығында 3-ші курста оқимын және тех компанияларда тағылымдама өтемін. 3 жыл бұрын психологқа алғаш рет барып, өзімді тануға қатты қызығып, карантинда саналы өмір сүре бастадым. Маған үйренуді үйренген, табиғатта серуендеген, адамдармен ұзақ, мағыналы әңгіме айтқан ұнайды. Бос уақытымда йогамен айналысқанды, жарға өрмелегенді, кітап оқығанды және күнделік жүргізгенді ұнатамын. Бірақ оның бәрінен тамақ жасағанды қатты жақсы көремін. Бүгінгі эпизодта мен Карина атты досыммен әңгіме дүкен құрдым. Біз код жазып бастағанда басымыздан өткен қиындықтар жайлы, жұмыстағы коммуникацияның маңыздылығы жайлы және өзіміздің қорқыныштарымыз жайлы сөз қозғадық. Карина қазір Bloomberg'та программист болып жұмыс істейді. Ол өзінің мансабын 2 жыл бұрын бастады. Оның қазақша еркін сөйлей алмайтын болғандықтан эпизод орысша болмақ. Всем привет! Сегодня такой необычный формат у меня в подкастах. Я все думала, что я буду записывать соло-подкасты, но поняла, что мне нравится раскрывать людей. И сегодня моя первая гость — это Карина. Всем привет! Карину я уже знаю с ее блогом почти 2 года. И я была так рада, когда мы в Блумберге познакомились. Нас познакомила наша общая подруга. И да, с тех пор, мне кажется, мы выпили 3 раза чай и общались так круто, что я хочу сегодня познакомить тоже ее вам. О, спасибо большое, что позвала. Карина, как ты себя опишешь человеку, который тебя не знает? Вау, вот это ты подготовилась. Блин, так, ну-ка, наверное, интроверт, который боится, но делает. Классно. Нет, подожди, а ты как себя опишешь? Я себя интроверт, который любит общаться с людьми. Вот. Человек, который хочет жить осознанно. Вот. Вау. Я тоже не ожидала этот вопрос. Мы с Кариной познакомились в Блумберге, и мне было очень важно поговорить именно с ней, потому что на тот момент это было начало моей стажировки в Блумберге, и до этого я стажировалась в Гугле, и мы стажировались в одном городе, почти, мне кажется, очень похожих командах, и мне было важно, чтобы вот этот экспириенс, который я прожила, откликнулся у другого человека, как и я. Mm-hmm. И, например, самый банальный, мне кажется, то, что первый раз мы попали в место, где было очень много еды. Например, вот самые такие банальные вещи откликнулись у другого человека. Mm-hmm. Как вообще тебе твоя стажировка в Гугле? Я знаю, что ты работала для этого очень много. Я знаю, что ты хотела стать биологом. Ты вообще училась на биолога? Да, я хотела быть доктором. Доктором? Да. Вау. И в последний момент... Ну, я ходила в школу НИШ, химико-биологического направления в Караганде, и прямо сильно учила биологию, химию, потом пошла на Foundation на Назарбаев университете, как химбио тоже. И потом на финальных экзаменах, когда я сдавала биологию, я четко помню этот момент, я лежу на кровати и зубрю, кажется, название костей. Что-то такое, где нужна зубрежка. И я понимаю, что
я так не хочу, мне это не нравится. Кажется, это не мое, что я здесь делаю? И я такая, блин, все, я перевожусь, я ухожу куда-нибудь. Я просто тыкнула пальцем в небо и пошла на программирование. Вау. Блин, у меня такое чувство, что это такой плохой пример. Мне кажется, это нужно делать осознанно, а не наугад. Но вышло как вышло. А потом тебе не было сложно? Ну, мне кажется, наша программа нашего университета, она довольно-таки сложная. А как, когда ты вот выбрала это неосознанно, когда ты не знала, у тебя не было ответа на вопрос, почему, не было ли сложно в целом учиться, а потом ты еще стажировалась после первого курса, а потом еще как-то очень много решала задач, подготавливалась. Когда ты начала осознавать, почему ты это хочешь делать дальше? Когда пришло это понимание? Когда пришло это понимание? Ну, вот да, как я уже рассказывала, у меня вот этот щелчок, вот этот mindset shift произошел вообще не сразу. Я долго не могла понять, что здесь происходит. У меня долго было такое чувство, что хуже всех, у меня вообще ничего не получается. Я долго сижу над каждыми домашками, когда люди вокруг меня так просто, вот знаешь, мне казалось, блин, может, они не на английском разговаривают. Почему я не понимаю, а все понимают? У меня долго было такое чувство. И только потом у меня начало понемножку получаться. И в какой-то момент, и мне кажется, когда вот я не знаю, стоит ли об этом рассказывать, что у меня был момент, вот, я думаю, ну все, я уйду там куда-нибудь еще. Видимо, программирование — это не мое. И вот мой бывший молодой человек уговорил меня, сказал: Карина, перестань, нужно просто еще немножко подождать, постараться, останься. Вот, и да, и потом, правда, я разозлилась, и все свое свободное время сидела и решала эти задачи, решала, делала эти домашки, о боже. Сидела, ревела над этим лид-кодом вонючим, ужас. Пока у меня не начало получаться. Ну, ты говоришь, что тебе было сложно, но мне было также сложно. Потому что мы начали программировать в школе в 8 классе. То есть... Вау, ты прям вундеркинд. Нет, у нас все в моей школе начинали программировать с 8 класса. Это круто. Но когда мы программировали, 90% всего, наверное, я списала у моего друга. И я думала, что я осознанно поступаю на компьютер-сайенс, но когда ты учишься в школе, кто знает, что такое реальный компьютер-сайенс? Да, это правда. Я не знала. И я пришла, я думала, что все нишевцы знают лучше меня. Я вот завидовала таким, как ты, знаешь. Я думала, у них какой-то крутой английский, они такие активные, задают. Боже мой, я тебе сейчас такое расскажу. У меня не было... До ниша я училась в среднеобразовательной школе. У меня не было английского там чуть ли не до 7 класса. Но, вы знаешь, каких-то элементарных вещей я очень долго не знала. И уровень английского там тоже был, скажем так, не айс. И я пришла в ниш, просто у меня было состояние шока, потому что люди вокруг меня хорошо разговаривали на английском. Я чувствовала себя, вот мне кажется, так же, как ты себя чувствовала, когда пришла в Назарбаев университет. У меня было то же самое, но немножко раньше, когда я пришла в школу. У меня то же самое в физмате было. То есть у меня этот шок, он в моей жизни случился 2 раза. В 8 классе я думала, что я учусь с какими-то вундеркиндами, что все они знают, они классно решают, а вот я, до меня не доходит. Но вот каким-то образом так я как-то умудрилась закончить на золотую медаль. Я все еще не понимаю, как. Но... Капец, ты молодец. Но я вот разговаривала с подругой, которая училась в средней образовательной школе. Но, кстати, ты заметила, что ты не присваиваешь себе вот это достижение?
Я... Да, ты говоришь, ну вот, я получила золотую медаль, вроде бы круто, а потом говоришь, ну я не знаю как, и вообще это не я, и вообще мне просто всунули в руки, это вообще как будто не твоя заслуга совсем. Там было так, что там было непонятно, знаешь, я пришла, и странно было, что я пришла, мне поставили 5. Ну вот первая четверть по алгебре, на самом деле я вышла на 4. Потом... А как ты так поняла, что тебе поставили 5, а у тебя на Вот. самом деле 4? Моя класс-руководительница сказала, что я там золотая медалистка была до этого. Она, ну вот, как-то попросила учителя, чтобы повысил оценку. Так получилось. Это первая четверть. А потом на второй четверти у нас есть экзамены, которые сдают все в школе. Мне казалось, что теперь учитель по алгебре ожидает то, что я должна сдать этот экзамен на 5. Потому что он же мне поставил эту 5. А сейчас, прикинь, я получу 4. И я думала, что я вот работаю за счет его ожиданий. Да. И то же самое в первой четверти по физике учитель тоже поверил в меня. Так. Мне казалось, что физику я нормально знаю, точно не на 5. Потом у меня, вот когда мы сдавали эти экзамены после второй четверти, у меня было четкое понимание, что сейчас я работаю, чтобы оправдать ожидания вот моих учителей. Да. Потом я получила 5, и вот как-то с каждым экзаменом мне казалось, что я просто там оправдываю ожидания своих учителей. Это не я, которая пушит себя, не та, которая берет мотивацию изнутри. И ты потом не смогла остановиться и так и закончила. Нет, мне понимание все-таки пришло, что чем я хочу заниматься, или я начала осознанно учиться только в 10 классе. То есть в конце 9 класса был этот государственный экзамен. Я опять же думала, что у меня есть какие-то ожидания других людей, что я сейчас должна оправдать свою 5. И прикинь, когда люди начали готовиться за 2 дня до экзамена, очень важного экзамена, я начала открывать все учебники, записывать за месяц до экзамена. И вот этот месяц я так кайфанула, я тогда поняла, что мне искренне нравится learning process, мне нравится обучаться, мне нравится не знать что-то, а потом прилагать усилия, стрессовать об этом, думать, быть эмоционально связан с этим. И я тогда поняла, что мне нравится учиться, а потом в 10 классе, моя жизнь, вообще поменялась. Из-за этого я присваиваю эту, победу не мне, а потому что мои учителя, потом мои родители наложили на меня эти ожидания. В конце, мне кажется, это я, которая полюбила этот процесс и начала учиться, потому что это ей искренне нравится. Ну, это самое главное, что ты все равно пришла к тому, что это ты делаешь, потому что тебе нравится. Да. А когда ты присвоила свои труды себе? Или вообще было... ты поняла, что я... свои победы, как будто это не я, а как будто я исполняю ожидания других людей. А когда у тебя случилось вот этот прорыв в Computer Science, ты получила оффер на 2 курсе, помогло ли это тебе поверить в себя, что ты тоже можешь, ты тоже задрот? Так. У меня до сих пор нет ощущения, что я какой-то там special case или что-то такое. У меня появилась вера в то, что если стараться и сфокусироваться на этом, то всего можно достичь. Все в жизни можно изменить. У меня появилось четкое понимание, что если я это захочу и постараюсь, у меня это получится. Что ты вообще чувствовала, когда ты получила оффер в Google?
Если честно, я, ну, не верила. Мне показалось... Ну, вот я думала, что мне повезло. Мне еще люди вокруг говорили, ну, блин, тебе повезло. И я... Вау. Ну да, были такие стейтменты, что оффер — это везение. И я тоже такая сижу, думаю, блин, наверное, мне правда просто повезло. А, ну, ребят, верьте в себя. Вам не повезло, а вы просто молодцы. Мне, кстати, очень нравится, я где-то услышала, я не знаю, что это, какая-то такая... Блин, где же я это услышала? Ладно, неважно. В общем, был спортсмен, и был какой-то бой. И никто не верил, что этот спортсмен выиграет, вот этот боец. И когда он выиграл, и у него брали интервью, ему сказали: блин, вы выиграли, вы такой молодец, вам так повезло сегодня. И он ответил: да, это правда, мне так повезло. И я заметил, что чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. И вот у меня тоже потом было такое ну вот такое ощущение, что я так много старалась, и у меня получилось. Вау. Вау. Я тоже вот слушаю тебя и думаю, что у меня тоже было много вот этого. Мне повезло. Или там, не знаю, тогда у вас об этом говорили, или в последний год я слышу очень много о том, как высока вероятность, что если ты девушка, твое резюме выберут, а потом после того, как выберут, тебя пригласят на интервью, или вот высока вероятность, если вот те же, парень и девушка интервьюируются, что если у них одинаковый перформанс, у них одни и те же баллы, то выберут девушку. И об этом очень много говорили, и когда я подавала, у меня было очень много друзей, которые отмечали там свой пол, или там, не девушка, но они хотели скрыть свой пол, что они парни, потому что они все думают, что девушкам больше везет. И потом еще был вот это... Мы же оба проходили Google Step программу. Да, но в Google Step там правда есть вот это... Блин, даже не знаю, как это назвать, селекция, что ли, по полу. Там правда делают выбор в сторону женского пола, потому что эта программа, собственно, специально в поддержку minorities в программировании. Но это же никак не... Это же никак не повод недооценивать твою работу. То, что если ты проходишь куда-то... Блин, это хороший вопрос, даже не знаю. Я не могу... Но мне кажется, это правда, что... Вот даже взять тот же Google Step. Там же правда выбирают девушек over парней. Но это значит, что вы оба что и ты молодец, и парень, который пришел, молодец. Это не значит, что тебе повезло больше. Да, конечно. Ну, мне кажется, если... Там нет такого, что если, например, я как девушка провалила интервью, меня все равно взяли. Или я показала очень низкий перформанс, и меня все равно, как это говорят, дотянули за уши до какого-то уровня и взяли. Такого там точно нет. Там берут тех, кто successfully проходит интервью. Вот. О, из этого у меня выходит вот этот вопрос. А ты уже как 2 года, уже как 3 года, да? Mm-hmm. Почти 3 года работаешь в этой сфере, как full-time. Есть ли вот эта разница между парнями и девушками? Это правда, что девушки такие же технически способные, такие же крутые и сильные, и могут также перформить хорошо, как и парни? Что? Ты где такое взяла? Сейчас буду злиться. Что это за стейтмент такой? Не знаю, мне кажется, это... Лично я больше смотрю не на пол, конечно, а на характер. Я часто замечаю, что мне вот как такому более, скажем так, интроверту, такому тихому человеку, мне приходится где-то искусственно себе
присваивать какие-то черты характера, которые мне не присущи, чтобы меня услышали. Например, идет какое-то обсуждение, и я буду где-то искусственно, ну, типа fake it till you make it, и буду где-то более громкой, более настойчивой, потому что иначе кто-то просто повторит мою идею, и этому человеку скажет: «О, блин, круто». Какой ты молодец. Да, какой ты молодец. Это вот прям меня сильно злит, когда такое происходит, поэтому... Да. Я тоже замечаю, что на работе вообще не важен твой пол, твой бэкграунд. На самом деле твоя настойчивость решать какие-то проблемы, твой интерес. И, как ты говоришь, присваивать себе какие-то качества, которые у тебя нету, но которые нужны, чтобы решить какую-то проблему. Или там взять какой-то проект. Например, мне кажется, когда я была в Гугле, и я вот никак не раскрывала свою экстравертность, она у меня была, ну, то есть, окей, я вначале сказала, что интроверт, да, но я все-таки люблю общаться с людьми, и на летней стажировке у меня не было вот этого, у меня не было проектов или задачи, которая бы раскрыла мою любовь к общению с другими людьми. Да. Вообще, мне кажется, тебе нужно это использовать и развивать как свою суперсилу. Наверное. А когда в Bloomberg мне дали проект, где дали мне ответственность за весь этот проект с начала до конца, это уже была моя ответственность общаться с другими людьми, говорить им спасибо каждый раз. А ведь это так тяжело. Каждый раз им повторять, даже если ты уже повторил, и вызвать у них эмпатию, вот что главное. Что вызвать у них эмпатию, что ты стажёр, тебе нужен этот проект. Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста, научите. Вот, но это так кайфово, оказывается. Я поняла, что мне супер нравится решать проблему таким образом, общаясь с людьми. Это сложно, но как будто бы это единственная работающая схема, когда ты сам просто что-то делаешь, ни с кем не разговариваешь, потом в конце было такое, оказывается, что это никому не нужно. Лучше пойти и сделать этот разговор, который займет 10 минут, чем сидеть 10 дней и делать что-то, которое никому не нужно. Вот, коммуникация — это правда такой недооцененный скилл, это так важно, и я советую тебе гордиться и с гордостью нести вот эту свою экстравертность и просто развивать, использовать как свою суперсилу. И не страдать, как я. Классно. Можем поговорить про стажку, то, что в Казахстане. Как ты нашла эту возможность? Ой, там такая история. Вообще, это все оказалось... Я там, правда, оказалась случайно. Мои близкие друзья, они выиграли в хакатоне, и их позвали на стажировку. И с одним из этих друзей, со своим бывшим молодым человеком, я делала научный проект в университете, и он им сказал, что я не могу прийти к вам на стажировку, потому что я сейчас делаю research. И они сказали: ну тогда тащи своего партнера по ресерчу тоже к нам на стажировку. И это была я. И он предложил, я говорю: ну ладно, давай. И так я там оказалась. То есть хакатон выиграли ребята, но почему-то с ними на стажировку пришла я. И так мы познакомились и подружились, и до сих пор очень близко дружим, и мы все до сих пор в Лондоне вместе. Вау. Да, такая история. Получается, ты случайно пришла в компьютер-сайенс, потом случайно... Да-да-да, нет, это правда так. Просто, правда, connecting the dots получилось. Вау. Нужно быть хорошими друзьями, да? Ну, кстати, мне кажется, это правда важно встретить людей,
с которыми, которые будут тебя мотивировать сквозь слезы продолжать учиться, продолжать там готовиться к интервью, проходить интервью. Это правда, чтобы у тебя было мотивирующее окружение, это очень важно. Вот тогда в потоке тоже было популярно проходить стажировки, и как бы об этом рассказывали. Вообще, как ты готовилась к интервью? Потому что у меня был ментор, и, в принципе, у меня было тогда уже очень много подруг. Да. Потом очень было много подруг, которые прошли Google Step, и я у них спрашивала, что им приходило, и я считаю, что у меня был вот стратегический подход. Я спрашивала, что к людям приходят, и, в принципе, даже пришла задача, о которой я уже знала. О. Да. Вот видишь, опять тебе подсвечу здесь твоя экстравертность, твоя суперсила, что ты общаешься с людьми, это круто. А как ты готовилась? Как я готовилась к Гуглу? Просто перебирала все задачи на лид-коде. Я просто хотела наработать вот это. Мне показалось, что в какой-то момент после какой-то задачи я уже пойму принцип, как устроены эти задачи, как нужно подходить к решению. И в какой-то момент я просто уже начала тренироваться, как общаться с интервьюером, как думать и говорить одновременно, как не уходить в себя, пока ты думаешь. Какие-то такие моменты. А до этого, так как я не особо, как я тебе уже рассказывала сегодня, я не особо общалась со своими сокурсниками, да и в принципе я была не особо общительным человеком, то я просто решала очень-очень много задач. У меня такой хардкор путь, не очень эффективный. Я с лид-кодом была уже знакома, наверное, в 10 классе или в 11. О, круто. Я знала, что нужно решать задачки, чтобы попасть в большие компании. Да. Но вот эта мысль мне никак не помогала решать. Вот буквально до 2 курса, хотя я уже знала 2 года о существовании лид-кода, что о существовании спортивного программирования, у меня было, наверное, там 20 задач. И то эти задачи там 20 легких задач, наверное. И когда я была в буткемпе после 1 курса, я вот старалась решать этот лид-код, но он был такой сложный. А вот когда я уже подавалась, я знала примерно, понимала, что могут меня пригласить на интервью, у меня это как-то пошло, знаешь, сразу. Я как-то нашла мотивацию решать, даже это когда правда, это не наверное, нужна мотивация, сильная мотивация. И когда я поверила, что меня могут пригласить на интервью, только тогда у меня реально начало получаться. И когда когда мне пришел этот имейл, такая, все. Теперь нужно серьезно готовиться. Но до этого это же очень часто, я вижу, что очень часто люди просто решают лид-код, потому что, как и я, думают, что это ключевой способ попасть в Big Tech стажировку. Это правда. Это очень важный скилл, к сожалению, чтобы пройти интервью. Но чтобы пройти интервью, я считаю, что нужно сначала, чтобы тебя пригласили на интервью. Конечно. Да, это точно. А Карина уже такая, мы по дефолту думаем, что пригласили на интервью. Да. Но еще, наверное, просто задачи недостаточно. Это нужно вот действительно вот этот навык развивать разговорный. У нас в странах СНГ с этим тяжело, мне кажется. Потому что я проходила мок-интервью с другими ребятами, и у нас у всех было понимание, что нам нужно работать над нашей коммуникацией. Да. А как вы это поняли? То есть, в чем была проблема? Были случаи, мы же все... Вот я общалась со своими близкими друзьями, и мы просто ныли друг другу, что было интервью, все задачи решены, их даже несколько было, и они все решены просто идеально, быстро, fasted solution, а reject. Понятно, что значит коммуникация, там, значит еще что-то не так. Знаешь, наверное, для меня коммуникация это была самая легкая часть интервью. И это моя была самая любимая. Блин, круто.
И для меня это вот кажется как... как может быть проблема с коммуникацией? Ну, наверное, просто когда решаешь и про себя вроде уже придумал как, а теперь же нужно объяснить, что ты там придумал или придумала. Тут могут возникнуть проблемы. Или, например, еще сложно, когда у тебя нет в голове решения. Нужно еще как-то выразить твой ход мыслей и то, где ты остановился в процессе. Я вот так думала, например, мне сейчас придет задача, я не могу ее решить. У меня было такое, я уже продумывала самый худший способ, худший вариант. Это что я не смогу решить какую-то задачу. Я думала, если я не смогу решить какую-то задачу, я буду разговаривать с интервьюером, и мы будем решать его вместе. Что сейчас что-то получится, я у него буду задавать вопросы. Ну да, так и надо. Это вообще best case сценарий. Расскажи мне, почему ты считаешь, что коммуникация главная на работе? Мне кажется, что я стажируюсь очень в похожей команде, как у тебя, которая ориентируется на продукт, у которого есть продукт, у которого есть продукт-менеджеры. Почему в такой команде самый важный скилл — это коммуникация, и самая легкая часть работы — это кодинг? Те, кто слушают, не видят наши лица, но Живек явно расстроилась. Так, как мы с тобой уже болтали об этом, да, это правда, кодинг вообще, оказывается, занимает такую маленькую часть работы, к сожалению. Я вот, кстати, с такой радостью шла в программирование, думала, все, наконец-то, не нужно общаться с людьми, вот там слушать, ничего такого, кайф, просто сидишь, пишешь код. Включаешь музыку. Да, прям рай для интроверта, ребята. Это не так, нужно постоянно общаться с людьми, нужно выяснять, что они от тебя хотят. Им нужно объяснять, что ты хочешь от них получить. Вам нужно находить компромиссы. Вам нужно где-то отстаивать свои границы, говорить: нет, это вообще не моя обязанность, я не должна этим заниматься, вот этот человек, возможно, вам поможет. Это все очень тяжело, если до этого никогда с этим не работал. А это моя первая работа, моя первая такая организация. И у меня вообще не было этих навыков. И это было для меня большим шоком, таким потрясением, что мне нужны эти навыки, что это не просто пишешь код с утра до вечера, тут еще надо с людьми общаться. Получается так, что у тебя была стажировка в Гугле, у тебя была стажировка в казахстанской компании, потом у тебя была стажировка онлайн. А когда ты стажировалась, к тебе не приходило это понимание или... то есть не так было важно коммуницировать с людьми на стажировках? А мне почему-то кажется, что у меня были такие проекты очень изолированные. Вот я сейчас думаю про стажировку в Гугле. У меня это тоже была стажировка, и мои хосты, они вот так меня оберегали, знаешь, как ребенка. Просто тоже. Мне подушки везде понаставили, чтобы я нигде не ударилась, не упала. Максимально безопасный проект, максимально даны все вводные, все известно, все понятно. Вот это тебе нужно сделать. И все, что оставалось, это просто где-то закодить, где-то чему-то научиться. И правда, мне не приходилось особо ни с кем общаться, кроме самих хостов, чтобы как-то обменяться фидбэком или узнать, какие еще нужны фичи или что-то такое. Вот просто как, не знаю, как объяснить, изолированный такой environment у меня. А на стажировке, на твоей первой? На первой стажировке... Ой, это было после первого курса, и мне кажется, мы еще такими детьми пришли, и там точно не было речи ни о какой-то ответственности, ни о каких-то границах. Правда. Мне кажется, от нас, у людей вокруг, было минимум ожиданий, все просто относились к нам как к ребятам. Я начала видеть ценность коммуникации, когда мне дали ответственность, есть ожидания теперь, что ожидается, что я закончу этот проект, и дали ответственность мне,
с А до Я. И прикинь, я же закончила этот проект. Завтра мне написал какой-то риск-специалист. Он говорит, вот мы используем твой продукт. Как круто! Да. Он говорит, что он сломался. Ладно, так. А у меня неделя в команде. Ну ты круто все так подстроила. И завтра у меня 2:30 траблшутинг моего серьёзно? продукта, да. О, жесть. Да. Ну, мне кажется, это здорово, потому что ты прям ощущаешь, что от тебя зависит. Я в шоке, я в шоке. Я в шоке, что мне прислали фидбэк, когда я сажусь. Ну, обычно же как стажировки проходят. Ну, ты что-то делаешь, и ты уходишь, и как бы бог знает, что происходит с этим проектом. А тут его уже используют, и когда мне этот человек написал, мне было так страшно, а потом я думаю, ну, а в целом, кажется, круто, что уже его используют. Там я сделала демо только неделю назад, а его уже люди используют и находят какие-то баги. Это очень круто. Самое лучшее чувство, когда то, что ты сделал, используют. Вот, да. Это, ну, мне очень приятно. И я, знаешь, мне приятно, потому что еще я кайфовала от этого процесса, я кайфовала от этого проекта, я кайфовала от этих проблем. Ну, не в моменте, конечно, но в моменте мне было так, опять нужно разговаривать, опять нужно разговаривать, опять нужно решать, опять, вот. А потом, когда я вот так смотрю, чуть-чуть зум-аут делаю и думаю, офигеть, ну, эта ответственность дала мне вырасти, и дала мне понять, что мне реально нравится, а что мне не нравится. Но это не значит, что мне не нравятся какие-то технические моменты. Нет, мне все очень нравятся технические моменты, потому что мне нравится вот этот learning experience. Вот что нравится. Мне нравится изучать. Это самое главное. Да. А что тебе нравится в твоем... В моей работе? Да. Мне кажется, я на каждом шагу нахожу какие-то челленджи для себя. И как будто какой-то каждый мой мувмент — это преодоление своих страхов. Вообще, мне кажется, моя работа — это так далеко от моей зоны комфорта, что я расту чуть ли не каждый день. У меня такое ощущение. Там с кем-то пойти поговорить. Это для меня, ну, мне очень тяжело это дается. Или там пойти взять на себя ответственность и сказать, что вот я беру вот это будет сделано. Вот. Да, вот видишь, твоя суперсила понимать, что тебе страшно, идти дальше. И пока не можете видеть, ну вообще не увидите, но на стене у Карины написано «Do it anyway». Да, это мой девиз, да, по жизни. А как тебя этот страх драйвит не просто там оставаться, а вот какой у тебя алгоритм, когда тебе страшно, но я вижу, что тебе страшно из момента в момент, но ты все равно это делаешь. Какой твой алгоритм, когда тебе страшно что-то делать, но ты все равно это делаешь? Ну, я все равно еще прислушиваюсь к себе. Это потому что это может быть очень далеко. Это может быть вообще в зоне выживания, вот этот мой страх. Ну, тогда я, конечно, как-то осознанно подойду и скажу, ну ладно, это слишком для нас сейчас. Возможно, мы еще не доросли до этого. И просто молча разрешу себе бояться и не делать, но если я чувствую, что я могу, если захочу, но вот просто вот этот страх мне мешает, то я просто считаю 3, 2, 1 и делаю. Или там пишу кому-то, или там еще что-то. У меня был такой момент, там просили спикера, чтобы презентовать наши команды. И мне в душе очень хотелось, но было страшно. Мне казалось, да я, наверное, недостаточно знаю про нас, да я, наверное, вот только недавно же пришла, но как я уже буду презентовать? И вот начала находить кучу причин, и потом такая, ну все, ладно, 3, 2, 1, и написала, я буду спикером. И вот. Ну, у меня часто такое. Я думаю, страшно, и вроде бы хочется, да и вроде бы страшно. Я думаю, ну все, 3, 2, 1, и все делаем.
Да, ты вчера мне говорила очень классную вещь, что нужно не думать в такие моменты, что нужно делать сразу. Блин, мне так плохо. Я учила же бег меньше думать. От этого точно я не стану меньше думать. Вау. Вообще, я вот слушаю тебя, и мне кажется, что страх — это твой компас или сигнал того, что у тебя что-то откликается. Вот тебе же не будет страшно вещи, которые ты безразлична. Блин, это правда, кстати. У всех же проблема, даже у меня, что как я пойму, что что-то мне нравится делать или что я что-то хочу делать, а у тебя уже есть вот этот чувство страха. Ну, наверное. У меня даже с моим ютубом так было. Мне было ужасно страшно. Мне до сих пор ужасно страшно. Моя каждая публикация моего каждого видео — это все равно какой-то вот такой тремор для меня. Ну, ты об этом очень много говоришь. Да, я говорю. Мне кажется, когда я говорю об этом, мне все равно легче становится. И поэтому я очень часто говорю правду, что я волнуюсь, мне страшно. А как одному человеку научиться проговаривать свои страхи? Что всем нам страшно, в душе всем нам страшно, но у меня складывается такое ощущение, что ты больше других людей можешь... Ныть. Давай назовем это, да. Как ныть правильно? Эффективно. Ну, я не знаю, эффективно ли оно или нет. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Как рассказывать о своих страхах. А как вербализировать то, что тебе страшно? Потому что вроде как, если ты говоришь, что тебе страшно, то становится менее страшно. Это у меня как-то бессознательно происходит. Я даже никогда не анализировала, почему я говорю, что мне страшно. Но вот лично это зависит. Я говорю об этом публично, потому что у меня всю жизнь был комплекс, что как будто я боюсь таких многих вещей, и мне кажется, что никто вокруг меня не боится, а я боюсь каких-то совсем обыденных, простых жизненных вещей. И мне всегда так было стыдно за это, так было стыдно за себя, и мне всегда так хотелось это скрыть. Вот. И сейчас, мне кажется, я стараюсь больше говорить про какие-то негативс, про страхи, вот чтобы, не знаю, люди, у которых, возможно, тоже есть такой комплекс, они не думали, что с ними что-то не то. Это нормально жить в страхах и все равно как-то существовать. Да, куда-то как-то двигаться, чего-то добиваться. Мне очень важно, что ты говоришь о страхах. Да. И вообще, мне кажется, ты чувствовала, у тебя был этот комплекс, потому что так как другие не говорят, что им страшно, а ты об этом говоришь, и ты, даже если не говоришь, а ты осознаешь это, и понимаешь, что никто об этом не говорит, как бы, очень натурально, что ты думаешь, что, наверное, никому не страшно. Это как в универе. Знаешь, мы же пришли, я пришла, и никто не говорил, что им так же сложно. Это был ковид, и у нас была группа онлайн, и там писали в основном мальчики, вот эти задроты. И ты читаешь группу, ты своих тогда я еще была единственная, которая поступила в Директ. У меня не было ни одного знакомого. Тебе, наверное, было очень одиноко. Да. У меня не было ни одного знакомого, который бы проживал то же самое, что и я. Я была тогда интровертом, я не делала никаких друзей. И в группе я читала, что вот писали эти парни, у которых очень классно получается, которые могли... Знаешь, что они практиковали? Они открывали assignment за час до дедлайна и могли сабмитнуть этот assignment за час. А я открывала этот assignment за 10 дней. Потому что я знала, что за час, я точно не успею.
И я открывала его, и вот так думала, что, наверное, все такие умные, как парни, которые пишут в этой группе. И так как никто не говорил, что им так же сложно, все это я поняла на втором курсе, когда мы начали общаться с людьми. Я поняла, что люди даже наполовину не так старались или заботились, не так стрессовали, как я стрессовала в свое время. И я думаю, вы что, не стрессовали? Я думала, что все стрессуют. А люди говорили, что ну нет, нам чуть-чуть было ну пофиг, безразлично. И они как-то могли за 2 дня открыть ассаймент, а я думала, блин, а как ты за 2 дня открыл ассаймент? И вот когда никто не говорит, ты думаешь, что, наверное, единственный ты проживаешь это чувство. И мы с румейткой читали книгу, которая называется Emotional Education. И там, знаешь, говорят, что главная цель арта, главная цель искусства было показывать другим людям, что они проживают те же самые человеческие что они чувства. не одиноки. Да, с этими чувствами. Например, говорят, что фильмы или какие-то книги, например, художественная литература, она показывает тебе, что люди чувствуют. И когда ты это читая, цель была в том, чтобы ты понимал, что ты не один это проживаешь. Ты находишь, что есть вот такой же человек, который чувствует, например, страх. И когда смотришь твой блог, ты тоже понимаешь, что офигеть, оказывается, мне одной страшно. О, мне очень радостно, если это так. Я почему-то сейчас подумала, что мне всегда казалось, что цель искусства — это вывести на эмоцию человека. Неважно, это негативное или позитивное, там, это возмущение, это восхищение или радость, это все не важно, а главное вывести вот из какого-то состояния равнодушия. У меня почему-то было такое впечатление. Прикольно. Я вообще не смотрю... Я очень редко смотрю что-то новое. Чаще всего я пересматриваю то, в чем мне комфортно. Ну, потому что ты 8 часов на работе выходишь из своей зоны комфорта. Да, ты права вообще-то. Как ты думаешь, в чем разница страха и тревоги? У меня есть и то, и то. Я могу четко тебе сказать, в чем разница. Я очень тревожный человек. В страхе, в моем страхе есть стечение событий, которые я боюсь, которые меня пугают. Это там события, это человек, это какое-то действие. Тревога — это вот как шум, бэкграунд шум, и ты не понимаешь, откуда он доносится, что происходит, что мне нужно сделать, чтобы он ушел, а почему. Просто вот как, не знаю, таракан, муха где-то жужжит, и ты не понимаешь вообще, зачем она жужжит, почему, где она находится. Вот у меня такая тревога. То есть, типа, можно проработать страх, потому что ты можешь как-то понять, откуда оно исходит. Ну, страх у меня обычно целенаправленный. То есть я боюсь чего-то. А тревога это может прийти и потом забыться, а потом еще прийти как гость. Да, вот тревога, она у меня... Но она у меня не уходит. Мы с ней вместе живем много лет. Она у меня постоянный жилец. И просто вот это какой-то бэкграунд, шум на фоне всегда. А мне интересно, вот, я тоже задала тебе этот вопрос. Ты, которая сделала очень много стажировки, потом сразу пришла на работу в Лондон, как твоя первая работа, и потом человек, который каждый день берет риски на своей работе, и потом еще отдельно от своей работы берет свои риски и занимается Ютубом, там, где тебе страшно, как у тебя может быть этот синдром самозванца? А мне вообще кажется, я все это делаю из-за синдрома самозванца. Мне кажется, я себе что-то пытаюсь доказать, и отсюда очень много какой-то мотивации у меня исходит. Но я очень много любви вижу в этом, знаешь?
Я же вижу, что тебе это нравится. Я же вижу, что ты, не выгораешь каждую неделю. Я вижу, что тебе нравится YouTube. Я знаю, что тебе нравится твоя команда, что тебе нравится сейчас твоя работа. Да, это правда. Это, наверное, твоя суперсила. Вот. Вот нету другого слова для этого, потому что это как бы делает твою жизнь хуже, но в реальности это то, что тебя драйвит. Как я говорю, это вот, компас, знаешь, тебе как будто дали бесплатно компас. И ты можешь понять, что тебе нравится, а что нет, что тебя зажигает, а что не зажигает. Интересно, ты так это все вывернула в позитивную сторону. Прикольно. Я никогда об этом не думала, правда. Я всю жизнь думала, смотрела на это, как будто мне нужно прилагать, как будто мы все вот на старте, да, и как будто я начинаю за вот этой полосой старта. Вот знаешь, от минуса как будто иду. Что мне нужно прилагать еще больше усилий, чтобы добиться тех же результатов, как люди вокруг меня, просто потому что у меня постоянно вот эти страхи, я еще борюсь с ними постоянно, вот как-то так. У меня, наоборот, было ощущение, что это мой disadvantage. Ты попала в Google, а страх не исчез, что ты делаешь достаточно, ты сделала достаточно, ты как бы после 2-го курса пошла на стажировку. Нет, вообще не исчез. Мне кажется, этот синдром самозванца у меня до сих пор есть. И мне кажется, это то, что всегда со мной будет. Не знаю, как. Я не знаю, какие там инструкции, что нужно делать, чтобы он ушел. Это постоянное чувство, что, наверное, мне просто повезло, наверное, вот все люди сейчас узнают, что я недостаточно qualified. Вот сейчас, наверное, там я недостаточно хороша для этого проекта, или для этого, или для этого. Наверное, нужно еще немножко подготовиться, наверное, нужно еще чуть-чуть подучиться. Не знаю, как сказать. Мне на самом деле очень много помогает разговаривать с людьми, когда я говорю, что, наверное, я не делаю достаточно, или в целом на той неделе я начала жить одна, ты знаешь, и это первый раз, когда я живу одна. В жизни? В жизни. Вау. Да. И мне всю неделю казалось, что у меня плохо получается жить одной. Что у меня плохо получается вставать с кровати, что у меня плохо получается ходить на работу, что у меня плохо получается... просто у меня не получается жить одной. А откуда ты взяла вот эту картинку, у кого получается? Я об этом рассказала другу, и мы с ним разговаривали, и получается, как происходило. Был голос, который мне говорил, что я недостаточно хорошо живу одна, что я что-то делаю неправильно. У меня было вот чувство, я где-то не успеваю всегда. Потом я ему разговариваю, и потом у меня еще есть внутри все равно этот голос, который говорит, нет, ты нормально вообще это делаешь, который рациональный, думает, что ты как бы выходишь в свою зону комфорта настолько, насколько это тебе позволяет, насколько у тебя хватает ресурсов. Да. И когда я ему это сказала, мы поняли, что есть какой-то замкнутый круг, есть голос, который мне говорит, что я не делаю достаточно. Потом есть круг, который говорит, что нет, я же делаю достаточно. А потом есть еще одна перспектива, которая говорит, вот в последние 3 месяца я так себя хорошо чувствовала, вот почему я себя не могу теперь взять в руки. И вот это происходило всю неделю. Мы когда-то проговорили, потом я ночью начала писать дневник. Я поняла, что вот этот голос, который мне говорит, что я недостаточно делаю, он не мой. Что это голос моих родителей, что они мне не говорили так, но у меня были четкие инструкции, что нужно хорошо учиться, нужно быть первым в классе, нужно быть самым лучшим в параллели, потом
что нужно еще хорошо питаться, нужно хорошо спать, потом нужно еще заниматься спортом, что еще как-то во всей этой гонке ты не должна выгорать, что у тебя все должно быть, знаешь, ты не должен фейлить, что ты должен уже знать, там, как жить нужно правильно. И я когда это писала, именно вот эти предложения, знаешь, что я вообще от тебя требую. А потом, когда я прочитала, я поняла, что это вообще не мой голос, а это голос вот, это даже не голос родителей, это вот инструкцию, которую родители дали. Они же, мы же в детстве не можем там черное от белого отличить, и как будто родители дали инструкцию, как хорошо жить. А я была таким ребенком, который, слушая своих родителей и делая все, что они говорили, я взяла все это как очень серьезно. А потом я в реальность прихожу и понимаю, что, оказывается, в реальной жизни не получается. Оказывается, в реальности нельзя жить, не делая ошибки. Да. Ты либо делаешь ошибки, или просто не живешь. Ты можешь запираться у себя в доме и ничего не делать. И я поняла, что Жбек уже, которая взрослая, вот этот один голос, и есть вот эта старая Жбек. Старая же. Да, старая версия, у которых есть эти инструкции, и которая все еще думает, что жизнь, она может быть идеальной, что когда-то можно не делать ошибки, или можно найти какую-то точку, где можно все делать настолько хорошо. Что ты смогла заглушить этот голос, который был не твой? Я просто услышала, написала, записала, сказала себе, что видишь, не получается. Это жизнь, я поняла, что, я не могу быть идеальной, и в целом эти ожидания или эти инструкции, которые родители дали, они нереальные. Эти были больше инструкции как, в лучшем случае, что нужно сделать, но один человек не может их комбинировать у себя. Ты не можешь быть идеальной и не делать ошибки. Вот ты сейчас рассказывала, и я вот думала про свою терапию. Вот у меня в терапии у меня в голове есть образ идеального взрослого, который не делает ошибок, который сразу принимает верные решения. И я часто расстраиваюсь, там плачу, потому что я всегда проигрываю этому идеальному взрослому. И я вот думаю, черт, почему я же уже такая взрослая, мне же уже 25. Почему я сделала такую глупую ошибку? Почему там я переживаю расставание? Почему у меня какие-то неудачи в личной жизни? Почему я делала вот это? Почему я сделала вот это? Это же такая глупость. Это же такая какая-то инфантильная история. Почему я до сих пор здесь? И вот ты когда рассказывала, я прям узнала себя в твоих словах. Потому что идеальный взрослый бы сразу бы прожил чувства. Сразу бы продуктивно пошел работать, сразу бы там... Потому что он робот, а Да. люди — это люди. Да, это правда. Но после этого так стало легко на душе. Это было в субботу, и в воскресенье я проснулась, и я думала, что, я проснулась в 8 утра, какая победа. Потом приготовила себе завтрак и думаю, все, жизнь удалась. Я приготовила себе завтрак в воскресное утро. А потом еще пошла в кофешоп, сидела и писала 3 часа эссе. И потом думала, жизнь точно удалась. А потом еще приготовила себе гречку, потом приготовила самсу, сдала это эссе. Столько я просто начала замечать вот такие маленькие победы, которые взрослый человек не замечал бы. Но как я это поняла, что я не могу быть идеальной, вообще просто все стало так, как победа, знаешь? Уже встать, уже победа. Да, это правда очень как-то облегчает жизнь. Когда ты принимаешь, что никак мне не стать этим идеальным взрослым, никак мне не обогнать этот образ. Выходишь из этой гонки и сразу становится проще. На прошлой неделе у меня была
где-то час-два свободного времени после работы, я думала, что у меня вся голова забита этими мыслями. А до недели до этого вообще у меня не было даже времени думать о чем-то. И вот на той неделе, на той неделе мне казалось, что я хочу неделю, где я хочу обдумать все, а на неделе, когда я обдумала все, я хотела неделю, где у меня не будет времени на все это. И вот этот, наверное, люди говорят, что это эго, а я просто говорю, что вот этот внутренний голос, который хочет сделать все идеально, его просто не удовлетворить. Ему всегда что-то не нравится. Это правда. Спасибо, Карина. Спасибо, очень классный разговор. Я просто не заметила, как пролетело время. Это правда. Мы еще сняли видео, записали Q&A на канале Карины. Если вы хотите больше смотреть, как человеку может быть страшно, и он может двигаться дальше с этим страхом, то заглядывайте на канал Карины. Да, спасибо. Всем рада, всех жду, заглядывайте.